Также, так как вы не подтверждаете данную заявку, я буду вынужден ее аннулировать с пометкой, что это были мошеннические действия. Хорошо. Также по регламенту нашего банка я вынужден оповестить ваш банк о компрометации ваших личных данных, то есть, что вашими данными завладели сторонние третьи лица. Также я вижу, что вы являетесь клиентом Сбербанка России, поэтому я в срочном порядке направляю протокол о мошеннических действиях. Хорошо. Подскажите, пожалуйста, какими банками помимо Сбербанка вы пользуетесь, дабы я их оповестил о факте мошеннических действий? Я? Что? Да нет, я больше никакими банками не пользуюсь. То есть помимо Сбербанка вы не являетесь клиентом никаких других банков, верно? Ага, верно. Фиксирую данную информацию. Также извините, что мы вас побеспокоили. Заявку мы аннулировали. Также Хорошо. какие-либо дополнительные вопросы имеете ко мне по данной ситуации? Нет, конечно. Хорошо, фиксирую данную информацию. Вам доброго дня, всего доброго, до свидания. Подскажите мне, пожалуйста, о чем они вас проинформировали? Кто? ВТБ банк. ВТБ? То же самое, что вы сказали. То есть, что вашими данными завладели сторонние третьи лица. Я вас правильно понимаю? Правильно. Также я вижу информацию про то, что в ВТБ банке пытались взять на вас кредит. Это правильная информация? Вы подтверждаете эту информацию? Ну, я не пытался получить. То есть заявка была без вашего ведома? Ну, конечно. А подскажите, заявочку банк ВТБ отклонил? Да, говорят, отклонили. Отлично, тогда поскольку нам пришла заявка о том, что сторонние третьи лица завладели вашими данными, мне потребуется задать вам пару наводящих вопросов, дабы идентифицировать вас как клиента нашего банка. Никаких конфиденциальных данных я у вас запрашивать не буду, их запрашивают только мошенники, такие как номер вашей карты, срок действия вашей карты и также CV-код. Данная информация вам понятна? Конечно. Итак, укажите, пожалуйста, количество активных карт в нашем банке, которые зарегистрированы на ваше имя.